Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что случится со дня на день? Что готовит вам судьба в ближайшие 3-5 дней? Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, неожиданностей у вас много будет. Судьба готовит вам неожиданности, причем в разных сферах жизни. Мои хорошие, у нас это общая отсыпка, пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не упускайте. Здесь в правой стороне у вас идет встреча. Встреча очень неожиданная, но при этом очень желанная. Ну, допустим, кого-то вы хотели увидеть, разыскать, с кем-то пообщаться. Может быть, соскучились вы по этому человеку. И вот в самом неожиданном месте, в самое неожиданное время вы случайно встретитесь. Будете друг другу рады, но у вас какое-то вот ограниченное, либо лимитированное время идет, да? Вы не сможете, например, все обсудить, либо наговориться вдоволь. Как-то, знаете, на ходу, да? На ходу будет все это у вас происходить, там пару слов перекинулись, что-то сказали, что-то не успели, о чем-то спросили, о чем-то забыли. Вот как-то сумбур идет, да? Сумбурная встреча, но при этом очень приятная. В принципе, если цель была увидеть человека, ну, желание, да, не цель, желание увидеть человека, вы точно увидите. Если вы хотели какую-то информацию узнать, вы ее точно узнаете. Но вот как-то быстро, все быстро произойдет. Дальше. Здесь у вас сидит достаточно странный зверь, похож на медведя, но с рогами. Да, медведи же с рогами не бывают, не бывают. Ну, это у вас такой медведь с рогами. Ревность. Это идет ревность. Ревность, которая толкнет человека на очень странные поступки. Неплохие, сразу говорю, но странные. Да, странные. Вот есть хорошие, есть плохие, а есть странные. Ну, медведь — это мужчина, скорее всего. Мужчина, который вот обуяло его это чувство собственника, ревность его обуяла. В общем, странно будет себя вести. И то действительно будет пору и удивляться, и охать, и ахать. И в то же время, девочки, можно этой ситуацией воспользоваться себе во благо. То, я думаю, все девочки умные, все знают, о чем я говорю, и момент такой не упустят. Не упустят. Главное, не провоцируйте и не скандалите с ним. Вот, это вообще противопоказано, потому что рога прям такие серьезные у него уже отросли. Чуть дальше. Два очень неожиданных события. К ним вы окажетесь совершенно не готовы. Но эти события вам по судьбе. Одно вам открывает дверь в будущее, а второе событие приносит вам денежку. Хорошо, хорошо, приятно, приятно. Да, побольше таких неожиданностей, чтобы денежку приносила. Вы все разные, не могу вам конкретизировать, что это будет, но тем не менее, вот они идут, эти события, их нельзя избежать. Просто подготовьте себя, наверное, да, что в жизни все бывает, что не нужно прям сильно напрягаться, либо там терять сознание от неожиданности. Так что я вас предупредила, а там дело техники, да, либо дело за вами. В левой стороне ухо вышло, большое ухо. У одних отыграется, что нужно быть начеку и быть прям внимательными к информации, которая вокруг вас, либо поступает вам. Слушайте внимательно, старайтесь запоминать. Либо фильтруйте, да, то, что не надо, не слушайте, а то, что, например, может быть важным, перспективным, пусть не сейчас, но в будущем, вы должны это все слышать и запоминать. И еще в левой стороне ухо может говорить о том, что кто-то может за вами подслушивать. В прямом смысле слова. Да, специальным образом человек подслушивает. Что вы там говорите, когда вы говорите, о чем вы говорите, кому вы говорите. Да, такая прослушечка может быть. Так, рыбка.
перевернутый человек. Но в левой стороне это не вы, это кто-то из ваших, может быть, родственников, либо знакомых, а может быть и коллег. Да, у кого-то ситуация, рыбы не хватает, то есть денег нет, да, либо нужны будут деньги. Человек будет либо в долг просить, либо занимать, либо свои обязательства будет откладывать по времени. Ну, допустим, это ваш работодатель, идет время выплаты зарплаты. Человек говорит, извините, ребят, сейчас не могу, там завтра. Либо это ваш должник, который должен вам вернуть денежку. Человек подходит и говорит, понимаешь, такая ситуация, можно я чуть попозже отдам. Человек действительно вот в каком-то перевернутом положении, и тут впору помогать этому человеку, не брать от него, а помогать. Но здесь явно с деньгами что-то связано. Плюс еще один образ человека, которому больно, но больно заслуженно. Больно заслуженно. Человек как-то терпит, молчит о своей боли, но информация пойдет. И информация пойдет. Не знаю, почему-то люди вокруг этого человека радуются его боли, либо ее боли. Может быть, человек действительно этого заслужил. Может быть, человек все это честно заработал, да, себе эти наказания заработал. Я не вижу, чтобы вы прям сильно радовались, но, тем не менее, вы будете в курсе этих событий. В центре у вас странный башмак с загнутым носком. Такими обычно башмаками показывают возвращение, да, вернуться. Кто-то вернется, вы куда-то там сможете попасть, как вернуться. Событие, оно хоть и небольшое, но значимое. Кто-то пытается кинуться вам под ноги, в ноги, о чем-то вас попросить. Человек будет вас просить. Для человека это очень важно, для вас ерунда. Просьба несущественная. Да, для вас несущественная, для этого человека очень важная. Я вижу, что вы проявите благородство и человеку ответите положительно на его просьбу, либо на ее просьбу. Как говорится, от вас не убудет, а для человека это просто счастье, это радость. Человек безмерно вам будет благодарен. И поверьте, этот человек запомнит вашу доброту на всю свою жизнь. И каждый раз будет вам эту доброту и возвращать, и благодарить, и говорить о вас, например, своим детям, либо друзьям, да, только в положительном. Представляете, одно благое дело и такой долгий эффект. Так, клубничка вам тут падает. Клубничка. Может быть, действительно клубничку покушаете. Тем более сейчас у нас сезон начинается клубничек. Хотя в разных странах по-разному, но тем не менее. Да, прям очень сочная, вкусная клубничка. У кого-то клубничка, она про взрослые развлечения идет. Да, развлечения, которые прям зайдут. Прям классно вам будет, да, ощущения невероятные. Опять же, элемент неожиданности. Возможно, вы будете не готовы. Как говорится, страсть застанет вас врасплох. Но, тем не менее, это понравится. Все понравится. Так, мужчина. Мужчина от какой-то каракатицы пытается вырваться, руки к вам тянет. Каракатица. Женщина как каракатица. Какая-то женщина мужчину удерживает, либо к себе его привязывает. А мужчина прям бедненький, плачет и пищит. К вам хочет, ручки тянет. Не знаю, то ли он вырвется навстречу к вам, то ли какое-то сообщение вы получите. Может быть, звоночек от него получите, либо какой-то разговорчик коротенький между вами состоится. Вам его так жалко станет. Очень жалко станет. Вы, кстати, многое о нем не знали, о многом не догадывались, и он вам расскажет. Расскажет, и вам станет его жаль. Да. Захочется помогать, захочется для него что-то делать. Да, каракатица очень крепко его держит, вон прям схватила. Так, еще 2 человека, один за другим идут, как, знаете, гуськом идут. Гуськом. Вы и еще кто-то. То ли как по очереди будете идти, то ли вдвоем. Не могу понять. Смотрите, вам дают плюс, второму человеку дают минус. То есть, как вам одобряют, либо с вами соглашаются, вам говорят «да», а вот второму человеку, который будет с вами, либо за вами, точно скажут «нет». Если вы общаетесь, либо вы там друзья, то это может немножечко вам бросить тень на вашу дружбу, на ваше общение. Да? Человек будет недоволен, что ему отказали, а вам, например, подтвердили. Человек, возможно, даже вам что-то выскажет, какие-то намеки будут странные делать.
Ну, человеку просто очень обидно, и тут чисто по-человечески можно понять. Хотя это не красит человека. Не красит, да, вот эта вот озлобленность, либо попытка вас в чем-то обвинить, ну, прям не очень. Не очень. Ну, если незнакомый человек, да и ладно, либо плохо знакомый человек, а если друг, подруга, то немножечко, как знаете, тень ляжет на вашу дружбу. Так, здесь ворона сидит, смотрит влево и о чем-то кричит. Смотрите, это что-то нехорошее, какие-то нехорошие сообщения, новости. Но вас это не касается, либо вас это никогда не коснется. Поэтому переживать по этому поводу совершенно не стоит. Да, это будет страшненько, да, это будет неприятненько. Да, это даже какой-то момент паники может возникнуть. Не только у вас, но и у других людей, которые это услышат. Но еще раз повторюсь, вас это конкретно лично не касается, либо никогда не коснется. Поэтому напрягаться, бояться, не знаю, какие-то меры принимать не стоит. Просто не стоит. Какая-то ворона-паникер, наверное. Так, деньги вы куда-то отдаете. Здесь несколько раз вы будете отдавать деньги. Один раз точно запланировано, то есть вы знаете, что вам нужно что-то оплатить, заплатить, либо приобрести, купить. А вот другие разы там как-то все-таки элемент неожиданности опять же просматривается. Денег вы порядочно отдадите за эти дни. Но все эти траты, они идут вам во благо. То есть они либо обязательные, да, либо во благо идут. В принципе, здесь ничего такого криминального я не вижу. Так, вижу, что кто-то будет готовиться к поездке. Поездка, но она как уже предрешенная, да, уже вы то ли билеты купили, то ли, ну, как в отпуск может быть, а может быть к родственникам. Будете вещи собирать, ну, либо морально себя настраивать на эту поездку. Значит, мои хорошие, вы лучше документы проверяйте, это первый момент. И деньги, да, чтобы у вас деньги были не только, например, на картах, но и какая-то наличность была, это важно. Здесь вот прям просят на это внимание обратить, чтобы вы в этих всех сборах не забыли важные документы, опять же, наличность с собой взяли, это важно. А здесь я вижу, вы над чем-то будете сидеть, ломать голову, чем-то вы будете таким заниматься, и вам будет сложно, очень сложно. Может быть, вы считали, что дело легкое, что дело там на раз, два, три вы сделаете, но будет сложно, и вам нужна будет помощь, и помощь вам придет. Причем придет от человека, ну, от которого вы менее всего ждете, либо человека, которого вы не считаете, ну, достаточно знающим, чтобы вам помогать. Но человек с какой-то неожиданной стороны раскроется, и это будет приятно, это будет хорошо, это будет приятно. Вижу, что вам будут помогать. Так, и еще какой-то момент переноса идет, что-то перенесется, причем перенесется так значительно, не на день, не на два, а где-то, может быть, даже на 2 недели, 3 недели, что-то будет переноситься. Это, конечно, неприятно, но ничего не поделаешь, там как-то ускорить процесс не получится. Не знаю, звонок будет, либо сообщение, что-то вот переносится. В загаданный, не в загаданный, а в назначенный срок не состоится, перенесется, причем значительно перенесется. Так, человек под деревом, либо рядом с деревом. Дерево, кстати, какое-то необычное, пушистенькое. Может быть, цветущее дерево. Вы от этого дерева как силы получаете, визуально наслаждаетесь. Силы получаете, ну что-то цветущее, прям как пушистое мне идет. Я не знаю, что это за деревья такие пушистые, ну либо в каком-то обильном цветении дерева. Слушайте, прям вам полегче, что ли, станет рядом с этим деревом. Чувствуете, что вас дерево тянет к себе? Ну прям прикоснитесь, пообнимайте это дерево. Может быть, это ваше дерево, оно вам силы даст. Природа очень часто людям помогает, давая им силы. Красивое дерево. Кстати, у кого-то по цветущему дереву, возможно, праздник в семье, либо день рождения у кого-то из родственников. Для вас это будет очень приятное событие, очень хорошее и вот эмоционально наполненное, положительными эмоциями будет наполнено. Так, еще какая-то сетка. Сетка. Кто-то сети расставляет. Замануха, обман, мошенничество, да, вот сети прям идут.
Ну, а кто-то прям срывать эти сети будет. Для себя ли вы их срываете, либо для кого-то, да, кого-то оберегаете, срываете сети. Но вот я не вижу паука, либо человека, который эти сети расставил, но вижу то, что вы их срываете, да, вы их видите, вы их срываете, ну, как обходите, не попадаетесь в эти сети. Кто у меня работает? Смотрите, здесь люди к вам идут, новые люди к вам идут по советам, по рекомендациям, по рекламе. Может быть, да, кто-то рекламу делал, может быть, это реклама, которую ваши клиенты дали. Новые люди придут, вам будет очень приятно, очень-очень приятно. Новые клиенты — это всегда хорошо. Так, для тех, кто работает, например, по найму, здесь возможно сотрудничество, либо новые сотрудники, опять же, новые люди почему-то идут. Люди, кстати, очень хорошие, спокойные, добродушные, такие, знаете, порядочные люди. Может быть, знакомство с новыми сотрудниками. Может быть, вы только выйдете на работу, да, познакомитесь с хорошими людьми, добрыми людьми. Так, еще вижу, что вы как-то странно будете всю неделю очень рано вставать. У вас прям петушок вышел. Петушок, который встречает солнце. Придется рано вставать. Прям рано-рано, раньше, чем обычно. Либо вы сами по себе будете рано просыпаться, да, как этот жаворонок. Прям несколько дней подряд просыпаетесь, а может быть и больше будете раньше просыпаться. Смотрите, раньше просыпаетесь, значит, раньше ложитесь. Это важно. Это важно, чтобы потом и голова не болела, не кружилась, чтобы все правильно работало, функционировало, да, чтобы мысли были цельными. Но вот рано будете вставать. Так, чуть выше человек, у которого для вас что-то есть. Что-то есть, но человек не показывает конкретно что. Оно как закрытое, запакованное. Да, что-то человек вам даст, принесет, отдаст, выдаст в конце концов. Это тоже будет очень неожиданно и очень приятно. А возможно, вы это долго ждали, долго просили, долго этого добивались. Но вот вижу, что получаете. От высокого человека вы получаете что-то закрытое, завернутое. Ну, с правой стороны, значит, полезное будет для вас. Так, вы сидите, смотрите на воду. В воде рыбки плавают. Но одна из рыбок прыгает прямо к вам в руки, на колени, в руки. Скорее всего, это переговоры, разговоры по поводу денег, заработка, оплаты. Да? И по этой рыбке, которая прыгнет к вам в руки, скорее всего, как аванс получите, либо предоплату получите. Ну, приятно, это будет приятно. Влево смотрите. То есть вы не рассчитываете ни на какую предоплату, либо ни на какой аванс вы не рассчитываете, но вы его получите. Так, маленькая колибри. Прям в центре у вас. Ну, придется порхать. Что делать? Это жизнь. Придется порхать. Такое впечатление, что вам нужно будет очень быстро как-то передвигаться и в разных местах. Да, за один день в разных местах побывать. Как немножко ускориться. Либо действительно вот как эта маленькая птичка, да, порхать с цветочка на цветочек. По крайней мере, вы себя так будете ощущать. Так, какой-то раскол между двумя людьми произойдет. Люди были закадычными друзьями. И в один момент идет между ними раскол. Вы этих людей знаете. Для вас это будет шоковая информация, что люди там поссорились. Ну, либо сейчас между друг другом не общаются. Вижу, что вы будете предпринимать какие-то действия, чтобы этих людей, примирить, да, примирить, либо, хотя бы, чтобы не обижались друг на друга, да, немножко подуспокоились. Будете разбираться в этом. Горы становятся мельче. Горы — это всегда проблемы. Проблемы, всякие там сложные ситуации. Они есть, но они мельчают. Прям вы уже будете ощущать, что вам полегче, попроще справляться с вашими ежедневными задачами, проблемами. Мельчают горы. Так, это какой-то мощный поток. Мощный поток. Пока вы к нему присматриваетесь. Вроде как хочется, да, искупаться, либо испить из этого потока, но что-то вас останавливает. Либо вы попаиваетесь, либо у вас недостаточно времени, да, чтобы этим заниматься. Присматриваться к чему-то новому будете, необычному для себя, непривычному для себя, либо вновь открывшемуся для вас.
Так, женщина-друг, ну, либо женщина-родственница будет закидывать удочку в вашу жизнь. Ну, то есть интересоваться вами, вашей жизнью, какие-то вопросы, расспросы, как отчет будете давать, да, что делаете, чем живете. Если честно, будет раздражать. Раздражать вот такое отношение, поведение. Ну, вы же не маленький ребенок, чтобы вас контролировать, да, и с какого вы должны рожна ей отчеты давать о своей жизни. Ну, видите, у нее нет дурных мыслей, она с правой стороны вышла. Скорее всего, она переживает за вас, либо помочь чем-то хочет. В принципе, да, желает знать, как идут ваши дела. Ну, будут расспросы, допросы, возможно, даже, ну, как телефон, да, телефонный разговор, и она вас будет расспрашивать, допрашивать. Так, чего-то вы бояться перестанете. То ли вы какого-то человека боялись, то ли какой-то ситуации вы боялись. Вы перестанете бояться. Не могу сказать, по какой причине, здесь это не указано, либо вы все слишком разные. Но вот вижу, что вы прям с себя вот этот страх скидываете и, ну, идете как навстречу этой ситуации, либо этим событиям. Так, мужчина, который нравится. Кому-то нравится мужчина. Мужчина как-то странно себя ведет, как мнется, что ли, не туда, не сюда, вроде как и не отталкивает, и не приближает. Про этого мужчину вам что-то станет известно, что ответит на ваш вопрос, почему он так себя ведет. Если честно, у вас такая реакция, ну, неоднозначная на самом деле. Вроде как и, может быть, жаль станет, либо что-то вы поймете, с другой стороны, но это не в вашем характере, да, вы бы так не стали поступать, вы бы, конечно, повели себя по-другому. Здесь как у вас полный портрет этого мужчины сложится, вернее, его характера, его норм поведения. Даже немножко как, ну, не то чтобы разонравиться, скорее вы как более снисходительно, что ли, начнете к нему относиться, да, поймете, что он тоже имеет свои там слабости и страхи. Но там есть какие-то у него там потайные карманчики с секретиками, вы вот парочку таких карманчиков вскроете, да, ну, либо сможете туда залезть, посмотреть, что там. Хотя надо отдать должное этому мужчине, он все равно будет стараться там хотя бы, ну, пусть не подойти, либо не пригласить, но вот как-то рядышком с вами побыть, вот как искать будет встречи с вами, хотя бы украдкой как-то на вас посмотреть, либо рядышком с вами постоять. Ну, такое вот поведение. Так, лев, который громко кричит, ну, кричит как рев, это, да, львиный рев. Ну, львы у нас кто? Начальники. Мужья у нас тоже львами иногда могут проходить. Особенно если ваш муж родился, когда там в июле, да, июль-август, то да, кричит о чем-то, возмущается. Ну, если начальник у вас, кстати, мужчина, тоже может очень возмущаться, кричать, вот это ор какой-то будет стоять. Ваш муж, да, если он лев, будет тоже возмущаться. Ну, я не вижу здесь какой-то серьезной причины, скорее как настроение дурное. Надо просто, ну, либо заткнуть уши, либо переждать. Там без последствий. А еще я вижу у вас какую-то находочку, небольшую находка, что-то вы такое найдете. Найти можно где угодно, на улице, в офисе, в общественном транспорте, у себя дома можно что-то найти, даже в своей сумке что-то можно найти. Что-то вы такое маленькое найдете, чему будете улыбаться. И, кстати, для вас это будет как хорошая примета. Да, примета хорошая. Ну, вы такой вывод сделаете. У вас сначала такая мысль придет, что, наверное, это к добру. И потом таким добром это для вас обернется. Какой-то удачей, везение, да, чем-то хорошим. Так, мои милые, на этом все. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.